Раз уж нагнали мистики, тогда расскажу вам еще об одном замке. Высокогорном. Целых 1700 метров над уровнем моря. Вот-вот, кажется, головой за облака заденешь. Красотища невероятная. Правда, в отличие от замка Синей Бороды, в Багайте никто своих жен не мучил. Тем не менее, легенды с ним связаны притаинственные. Ну, довольно вас интриговать. Пусть Залина Татраева сама обо всем поведает. Горная Дигория – живописный уголок Северной Осетии и сокровищница национальной культуры. Здесь повсюду встречаются удивительные памятники старины. Особенно привлекает исследователей средневековый замок Багайт. Немало тайн скопилось в этих стенах XIV века. Замок построен из песчаников. Вот мы видим, они слоистые. И, кстати, тоже разрушаются. Время берет свое. И на замке сохранилась вот штукатурка. Я представляю во всем величии этот замок, когда он был белым, поштукатуренным. Стены надстроены на скалистых выступах, что делало замок неприступным для врагов и придавало грозности его внешнему виду. Попасть внутрь можно было только через арочные проемы. Входы в величественный замок очень низкие. Чтобы проникнуть внутрь крепости, необходимо пригнуться. Этой архитектурной хитрости есть объяснение. Да, ветер. Замок замком, почему такой вход-то низкий? Вот как мне объяснил один местный старожил, он сказал, что во все горские строения, как правило, входы низкие. То есть входящий должен сделать поклон низкий, поклониться, а потом войти в жилище или в башню. Это почитание Всевышнего. Ну, выходит вот так, да. Город-крепость принадлежал состоятельному и влиятельному роду Багаевых. Отсюда и название – Багайт. В поместье проживало до 500 человек, представителей одной фамилии. Несколько веков подряд они охраняли 4 ущелья горной Дигории, которые прекрасно просматриваются с этих высот. По мнению ученых, Багаевы контролировали также все дороги, ведущие к крупным населенным пунктам Древней Дигории. Собирали дань с чужаков. Отсюда открывается великолепнейший обзор на все стороны света. Да. Вероятно, вот это место и замок имел стратегическое значение. Тогда же не существовало телефонной связи. Может быть, костры на башнях оповещали о том, что неприятель движется сюда в ущелье. Восточная башня крепости нависает над обрывом. В этом удивительно красивом месте расположено святилище Белой Змеи. Обитатели крепости верили в легенду об бусине желаний, которая когда-то принадлежала мудрому основателю рода Багаевых. По поверью, она оберегала от бед всю фамилию и наделяла владельца силой и даром провидения. После смерти мудреца бусину забрала большая белая змея и скрылась с ней среди камней восточной башни. Тогда-то ее и превратили в святилище, куда стали стекаться паломники со всей Дигории. Оно, кстати, до сих пор почитаемо, и местные жители приходят сюда и справляют соответствующий культовый праздник свой, посвященный этому. Само по себе название, да, интересно, святилище змеи. Да. В этих местах почитали змей? Змея считалась святым животным, где во дворах жителей оно обитало, его не убивали. Считалось, что она является покровителем очага или вот этого рода. Символ мудрости. Да, символ мудрости. Святилище. Да. Это головы жертвенных животных, да? Да, здесь черепа и рога. Горцы верили, что белая змея наделяет мудростью и исполняет желания. Выемки в стенах святилища предназначены для пирогов, которые паломники посвящали покровительнице здешних мест. Алтарь храма устилают головы жертвенных животных. Это ценный остеологический, как его называют биологи, или костный материал. Палеозоологи, они могут провести обмеры рогов животных, черепов и делать соответствующие реконструкции фауны прежних веков. Но вот этот фрагмент рога, который я держу, он, наверное, имеет несколько сот лет. У самого подножья замка Багайт на широкой поляне расположен еще один любопытный комплекс. Огромные валуны выложены полукругом и отдаленно напоминают Стоунхендж. Ученые полагают, что это осетинский Нехаш, место народных собраний, где на советы собирались мудрецы и богатыри со всей округи. Вот это место заседаний, Нехас. Но по некоторым данным, некоторые местные жители мне говорили, что это место, где проводились судебные заседания.
А есть какие-то предположения, где место, скажем так, самого уважаемого старца, судьи? Ну, Да. вероятно, вот та длинная плита, может быть, не один, а их несколько заседало вот именно здесь, на этой плите. Какое-то ощущение мистики тоже, да? Да, оно, вот у меня всегда здесь ощущение какого-то таинственного места, чего-то необычного. Вот, да, может быть, Давайте посидим, да? посидим, конечно. Ну как тут не посидеть? Побудем судьями. Да, в таком месте. Нхаши – малоизученное явление в традиционной культуре осетин. Одни краеведы называют такие места сельским клубом, другие – горской школой, третьи – судилищем. Но то, какую роль эти площадки играли в действительности, сегодня остается тайной. Дегорское ущелье в недрах своих до сих пор хранит множество загадок истории. Они-то и привлекают сюда путешественников и ученых, неравнодушных к волнующим и интересным страницам истории осетин, одного из древнейших народов мира. Залина Татраева, Владимир Сокуров, Алан Сибетов. Новости Содружества. Культура. Северная Осетия.